Ежегодно сотни ребятишек впервые переступают порог своей альма-матер искусств. В стенах детской школы искусств номер 1 дети получают основу музыкального и эстетического образования, обучаясь по всем традиционным направлениям. В нашей школе обучаются дети на 10 отделениях, и контингент общий составляет у нас более 800 детей. И, конечно же, востребованность обучения в школе с каждым годом остается неизменной. Наши дети, они занимаются не только образовательной деятельностью. Конечно же, одно из самых основных направлений – это участие в концертной деятельности, в конкурсной деятельности. Сложно организовать, но тем не менее ежегодно мы стараемся наших детей поддержать, и чтобы они принимали участие не только в конкурсах, где направление больше связанное с танцем, с пением, но для нас очень значимо сейчас это выезд детей по инструментальному исполнительству. Почему? Потому что мы знаем, что инструментальное исполнительство – это очень сложный процесс, когда дети уже непосредственно одни на сцене, один на один, это солист, это концертный режим. И, конечно же, нам очень приятно, что наши учащиеся приезжают с достойными наградами. Юные музыканты с воодушевлением играют на любимых инструментах, а первоклассники восторженно наблюдают за игрой старших товарищей. Ученики школы искусств ежегодно становятся лауреатами и дипломантами многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Например, ученик 6 класса Айсен обучается сразу на 2 отделениях. Я участвовала на международном конкурсе «Север классика Бетховен». А также на «Север классика Бетховен» там сильная конкуренция была, это международный конкурс. Там участвовали дети из Кореи и из Китайской Народной Республики. Из 2 инструментов я не выбрал, какой для меня больше нравится. И мне очень оба нравятся. Поступала я через проект «Музыка для всех». Первый раз у меня не получилось, меня отправили в музыкальное отделение для дополнительного. А потом еще раз я попробовала, и меня уже взяли в фортепианное отделение. Я хочу, когда вырасту, стать музыкантом и участвовать в семинариях, как моя учительница. Искусство открывает целый мир высоких чувств, окрыляет душу, дает возможность увидеть жизнь в новых красках.